Преподаватель из Ногайского района стала лучшей сельской учительницей в Дагестане по результатам республиканского конкурса. Гульнара Хасбулатова преподает в Тереклимектепской школе имени Абдулхамида Джанибекова. Она зарекомендовала себя профессионалом своего дела, являясь призером и победителем множества конкурсов различного уровня. Кайкент районында, Первомайская ауылында, Багамаев атлы мектебінде ең игі ауыл оқытушысы деген республикалық сынас өтті. Ол сынас 2 дәрежеде озды. Бас деп 57 оқытушы қатынасты. Соң финалға тек 12 адам шықты. Сынастың бас мәнесі оқытушылардың ісіне ярдам ету. 2 күннің ішінде біз бәр өнерімізді білім яқтан көрсеттік. Уыт айдың 14-інде сынастың ашылуы болды. 15-інде ашық дерістер бердік. Мен орыс тілінен ат деген темасына бағысланған дерісті бердім. 16-сында мастер-класслар көрсеттік. Тамамында мен бірінші орынға шықтым. Высокие результаты на профессиональном поприще – это показатель и для отдела образования Ногайского района, преподавательский состав которого периодически показывает хорошие результаты на различных площадках. А воспитанники наших школ занимают уверенные высокие позиции на республиканском уровне. Ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай» привез новую программу в Астрахань. Коллектив представил зрителям музыкально-театрализованный спектакль «Той Таңрыдың қазнасы. Свадьба дар Бога». Автором сценария и режиссером постановки является Гульфия Кукоева, а балетмейстером – Альмира Тунгатарова. Руководитель ансамбля – Мурат Ваисов. Прошедшее мероприятие в городе Астрахани ансамбля «Айланай» стало настоящим праздником ногайской культуры, вызвало очень много положительных эмоций у астраханцев, и тема, которая поднял этот ансамбль под руководством Мурата Ваисова и его коллектива, она очень актуальна. Это сохранение наших традиций с помощью свадьбы. Хочу поблагодарить всех авторов этого проекта. Рады всегда видеть наши ногайские коллективы в городе Астрахани. Будем всегда сотрудничать и взаимодействовать ради сохранения нашей культуры, языка и традиций. В основе музыкального спектакля «Айланай» лежит представление свадебных обычаев и обрядов ногайцев. В сюжете постановки иллюстрируются этапы знакомства молодых, сватовства и провода невесты из родительского дома и основного торжества, когда собираются все гости свадебного пиршества. Творческую поддержку вечера оказал астраханский ансамбль народного танца «Тулпар». В Казани прошел научный семинар «Влияние геопроекта «Туран» на этнополитические процессы в Республике Татарстан».
В рамках семинара выступили ногайские ученые Ахмед Ярлыкапов и Эльдар Идрисов. Работа Ахмеда Ярлыкапова исследовала стратегии этнических сетей во время всероссийской переписи в 2020 году. А в докладе Эльдара Идрисова был проанализирован процесс воспроизводства этничности на примере народов Астраханской области как составной части Поволжья. В Казани прошло хорошее экспертное мероприятие, которое организуется в рамках проекта «Школа молодого этнополитолога» коллегами из Уфы. На нем собираются эксперты из разных регионов и рассматривают различные процессы, связанные с, скажем так, угрозами, возможными возникающими в политических отношениях. В частности, в этот раз за основу была взята проблема распространения идей пантюркизма в рамках проекта «Туран» и влияние ее на разные регионы Российской Федерации. Мы вместе с моим коллегой Ахметом Аминовичем как раз рассматривали вот эту проблему в срезе именно ногайской тематики, современного положения ногайцев и процессов, которые происходят в разных регионах, в том числе вот и в Астраханской области. Ну, такие мероприятия очень важны, они способствуют взаимодействию между экспертами, выстраиванию каких-то, скажем так, общего понятийного поля по сложным проблемам современности. Я выступал на этом семинаре на тему стратегии этнических сетей во время всероссийской переписи 2020 года. И я, собственно, в своем выступлении постарался остановиться на том, как во время переписи 2020 года действовали разные этнические сети на примере противостояния ногайских и татарских этнических сетей. Вот, и я рассказывал о том, как по-разному подходили к переписи ногайские сети, татарские сети и какие разные были подходы. То есть, с одной стороны, ногайские сети, вот непосредственно столкновение с татарскими сетями происходило в Астраханской области, и я рассказывал о том, что вот ногайские сети отстаивали право карагашей и юртовцев называться ногайцами. Ногайская исполнительница Жанна Мусаева приняла участие на международном фестивале «Дуслык». Фестиваль проходил в Узбекистане, в городе Ташкент. Жанна представляла Россию. По итогам фестиваля солистка получила статус «Посол дружбы народов». Всем добрый день, меня зовут Жанна Мусаева. Я хотела бы рассказать пару слов о фестивале, на который я ездила и где представляла Россию. Это международный фестиваль, называется «Достлык». Я там уже 4-й раз. Вот. Впечатления остались самые-самые такие яркие, потому что вы сами понимаете, что это Узбекистан. Все красиво, вкусно, как говорится, гостеприимно, очень добрый, открытый народ, поэтому с большим удовольствием я еще раз, наверное, посетила бы эту страну. Не наверное, а точно. Вот. Сняли там клип, совсем скоро мы его выпустим. И что могу сказать? Спасибо большое за внимание, спасибо большое слушателям за то, что любите, цените. А я, в свою очередь, буду вам дарить только красивые и яркие композиции. В Центральной библиотеке Ногайского района прошло торжественное открытие года Расула Гамзатова в Каранагае. Зал был полон гостей и почитателей творчества поэта. Звучали стихи Гамзатова в переводе на ногайский язык. В рамках открытия прошли викторины, конкурсы, поэтические чтения, где можно было услышать стихи ногайских поэтов, посвященных Расулу Гамзатову. 2023 ел Россия президентінің қарарына көрі Дагестанда сау дүнияға белгілі шайыр Расул Гамзатовтың жылы деп белгіленген. Соға көрі
bizim madanиятларымызда, кітапханаларымызда шаралары өткөрүлдүлөр. Увут айдың 20-сында Ноғай орталық район кітапханасы шатлыклы әлде Расул Гамзатовтың йылын ашты. Сол шарада белгілі шайырлерimiz оның яратушылығын сүйіп оқитағылар, онымен таныс болғанлар қатнастылар. Район кітапхана басшысы Сабират Қазгери қызы сол шарады ашып бардыра келе Расул Гамзатовтың яратушылық yolu ақында бек қызықлы хабарлады. Залдың іші бек ярасық книгалар выставкасымен өнерлі балалардың суретлерімен безекленген. 1983 жылда bizim районда қонақта болған замандағы дұрбатларын йыйылғанлар қызықсынып қарадылар. Ол yolығыз республикамыздың тарихында мәнелі өзгеріс болып қалған. Расул Гамзатов белгілі Ноғай шайыр қызы Кадрияды ювық таныған, оның үйінде қонақта болған. Яшаудан замансыз тайған Ноғай шөлдің өнерлі қызына Расул Гамзатов өзінің Кадрия деп аталған ятлауын yazған. Мысли, выходя на балкон, Кадрия, Кадрия, отвечайте, у раскрытого ключ окна. Он говорит, нет Бога, кроме Бога. Я говорю, нет мамы, кроме мамы. Отлично! Поэзия души великого Расула. Так называлось мероприятие, которое открыло год Расула Гамзатова в Ногайском районе. В этом мероприятии приняли участие творческая интеллигенция Ногайского района, поэты и писатели, переводчики Расула Гамзатова на ногайский язык, преподаватели русского языка и литературы, художники, писатели, поэты, любители и поклонники таланта великого Расула. Мы вспоминали его творчество, мы читали его стихи, мы пели песни на слова Расула Гамзатова. Ну и, конечно же, основным акцентом мероприятия стало событие, которое произошло в 1983 году. Именно в этом году Расул Гамзатов приехал в Ногайскую степь. Сохранились архивные данные, сохранились архивные фотоматериалы и, конечно же, участники тех событий, которые с удовольствием рассказали об этом событии. Расул Гамзатов посещал Ногайский район в 1989 году. Он всегда тепло отзывался о творчестве Кадрии Тимурбулатовой и всегда поддерживал связь с ногайскими поэтами. Я познакомилась с Расулом Гамзатовым перед поступлением в литературный институт имени Горького. Когда начала писать стихи, у меня появилась мечта, и для меня казалось, что только он может быть ключом к творческому миру писателей. И когда получила от него рекомендационное письмо, напутственные слова, я поехала, поступила, и у меня началась другая жизнь. В этом же году меня пригласили на юбилейный концерт 80-летия Расула Гамзатова, где я сидела напротив него, и весь концерт я могла наблюдать его эмоции. И, конечно же, я смотрела на него, не отрывая глаз, и весь вечер проплакала. Там я познакомилась с творческой богемой, которые его окружали. Они меня окружили своей заботой и вниманием. И с тех пор каждый год, когда они встречались в Москве, обязательно меня тоже звали. И весь период моего обучения меня поддерживали. Его помощник Магомед Ахмедов, который потом, после него стал председателем Союза писателей Дагестана, он меня порекомендовал и в члены Союза писателей России, и помог и книгу выпустить, и еще выделили президентскую стипендию. Я очень благодарна всем своим знакомым дагестанским поэтам и писателям, которые тогда меня поддержали. Я бы хотела прочитать стихотворение, посвященное Расулу Гамзатову, которое я написала после его смерти. Белеет лист, блеск плачущей свечи, в нем север, запад, юг, но нет востока.
поэзии, незримые ключи лежат в холодном доме одиноко. Блуждает во Вселенной вновь наш мир. Вне времени он вне человека, и человек беспомощен и сир перед железным и жестоким веком. А где ж поэт от имени Творца, открывший путь для новых поколений? Певец любви, он в жизни до конца был повелителем стихотворений. Несломленный годами гордый стан скалистых гор возвышенного края, седой поэт, вновь руки воздевая, в мольбе поет «Храни мой Дагестан». Мне нравятся его стихи, я и перевожу, я и это пишу иногда для себя. Сначала для себя, потом что-то немножко аудитория пошире стала. Ахиретке барганда. Бір заман мен ахиретке барганда, атам анам шығар менің алдыма. Тек хабарды қалдырмай соңға деп, сұрау берер, нешік онда яшау деп. Не деп айтып мен болармын оларға, қайтып менің көзім болар қарарға. Сағыр болып туған болсам екемен, негеді мен бұ яшауға енгемен. Бір заман мен ахиретке барғанда, мен көрермен дауда өлген әскерді. Айтшы бізге, нешік туған еліміз, нешік біздің жерде қалған үйіміз. Мен қалармын сол заманда адалап, бәтірлерді болармын ма яралап, ендігі жоқ еліңіз, үйіңіз, сақлап оны біз болмадық, кешіңіз. Бір заман мен ахиретке барғанда, ян достарым қарсы келер алдыма, шешекейлей себер маға олар, сораулар, айтшы бізге, қайда әру яшаулар. Көздеріне қарап болмай олардың, кетер едім мен үшінші яшауға, тынықлыққа, бір Алладың янына, мұдақлалып, қинайтаған сорауға. Расул Гамзатов ошақтың янында. Пеш ішінде қызуланып көмірі, құрым басқан оты күңірт янады. Тек қарайман ялынына термеліп, жұлдызларға ұсап ошақ яллайды. От янында олтыраман көзіме, балалықтың жұлдызларын көремен. Қарт атамның ертегісі жүзіме, ана ері жылы сәуле төсеген. Түн ортасы от сөнеді, ябаман пеш қапысын, жалғызлығын янымның. Не зат қалды жүрегімде табаман, ана ерін, ертегісін атамның. Ко Дню родных языков в местах компактного проживания нагайцев провели единый диктант на нагайском языке под руководством специалистов Карачаево-Черкесского университета имени Умара Алиева. К акции подключились школы Нагайского района и Центральная районная библиотека. В Центральной библиотеке приняли участие около 30 гостей. Навруз айдың бірінде біздің белгілі ноғайымыздың шайыры Фазил Апасұлы Абдулжалиловқа 110 ел толаяқ еді. Увыт айдың 21-і бәр саулай халықтың ана тілінің, туған тілінің күні. Соға біз әрдайымда ноғайша тұтас диктантын язамыз. Биыл біз Қарашай-Шеркеш университетінің акциясына қосылдық. Біз яздық Фазил Апасұлы Абдулжалиловтың Асантай деген повестінен бір үзігін. Bizim Ноғай районға 2 площадка берілген еді. Бірісі Жанибеков атлы мектепте, екінші bizim кітапханамызда. Bizim кітапханамызда 28 әдем язбаға келді. В школе имени Джанибекова в селе Тереклимектеп прошла презентация анимационного курса по нагайскому языку «Учим нагайский язык вместе с Гиреем». По сюжету курса дети младшего и среднего возраста могут вместе с мультяшным персонажем Гиреем знакомиться с родным языком. Курс состоит из 11 выпусков по разным темам. Всего в проект вошли 3 языка
вместе с ахурским и лакским и 2 диалекта ногайского языка – карагаш-ногайский и юртовский. Автор курса – журналист Эмир Ативалиев. Для вас. Что вы знаете ногайский язык? Пропаганда ногайского языка. Последний раз, где-то 2 недели заняло меня уже финишная работа. Bizde бар получается на ногайском языке, вот медиакурс бар на цахурском языке. Цахурцы самый малочисленный народ, официально считается в Дагестане, их около 20 тысяч. И еще на лакском языке этом. Плюс на диалект этом. Астрахана бар субэтносы ногайские, группы ногайские, у которых язык чуть-чуть отличается. На 2 диалектах этом. Карагаш-ногайский и юртовский. Это для того, чтобы им тоже было легче изучать свой диалект и параллельно, чтобы они могли знакомиться с литературным языком. То же самое ССД, чтобы вы тоже могли поближе узнать другие субэтносы ногайцев. Потому что Ногалар Дагестана Турмайна мы живем, кроме Старопольского края Карачаево-Черкесии, живем в Астраханской области, на Урале еще бар бірнеше ауыл бізде, Волгоградта бар новый аулар бар. Везде понемножку разбросаны, даже за рубежом бар новый аулар. Айырым сөзімді халқымға қаратып айтпаға сүйемін. Туған тілді сүю әйелден басталады. Сол зат тіліміздің асыл байлығын білудің негізі болады. Егер сіз өзіңіз үйде балалармен ноғайшалап сөйлемесеңіз, бір оқытушы да, бір этножурналист те сізге көмек етіп болмай-ақ. Тек күшімізді біріктірсек, біз әлігі замандағы шақыруларына толысынша жауапламаға боламыз. Yoldu, yenir, yolafşı dedi Noğayda. Allah bizim halkımızdı, әйелдерімізді, балаларымызды сақласын. В школе имени Джанибекова прошел открытый урок, посвященный произведению Елены Булатуковой «Кебахан». В рамках урока дети провели анализ произведения, продекламировали стихи на тему материнства, разобрали словарную и фразеологическую базу произведения. Открытый урок провела Кумсхан Камалова. Söz kaytarıp anadım, küydürmeyik, yüreğin, onu sıylar, örnekle çayık кереги. Боранбаева Милана, автор Кадрия Тимирбулатова. Ана деген яшау берген дүнияға, ана деген ерде жүрген пайғамбар. Досыңда да, яуыңда да ана бар. Төктірмейік аналарға көз ясылар. Йоқ яшаудың өлшей таған басы, саналмайды ол алтынман, ақшаман. О анаңның саға берген сауғасы, бір заманға оны ұмытып болар ма? Ана қар іріткен жүрегің, бала үшін ару талу білмеген. Аяз кеше омрауда елітіп, ауруға бұғып елді бермеген. Дүниядың ер-ерінде қазават, нәлет болсын оның оттың яққанға. Бір-біріне қарсы болған ямағат, қарашыңыз елайтаған анаға. Ана қазаватлар тоқталып, ян ендірген әр сәбейін сау болсын. Басын егіп келсін сенің алдыңа. Дослар ТВ запускает социальный проект «Боль земли». В рамках этого проекта наша задача будет заключаться в том, чтобы обратить внимание общества на то, какой вред собственными руками мы наносим своей родной земле. Чтобы наши дети с малых лет начали задумываться о важности охраны природы, о возможной экологической катастрофе из-за того, что наша степь на наших глазах и с нашей помощью превращается в мусорную свалку. В этом выпуске мы затронем проблему загрязнения окружающей среды бахчевой пленкой. По одной из современных технологий выращивания бахчевых культур фермеры используют полиэтилен. Для быстрого созревания саженцев их накрывают пленкой. Таким образом достигается парниковый эффект. После сбора урожая тонны пленки остаются на полях. По этому факту могут возбудить административное расследование и составить протокол
за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, предусматривающий штраф от 20 до 700 тысяч рублей и вплоть до расторжения договора об аренде земельного участка. Чтобы вы понимали, тонкие пакеты из полиэтилена в 20 микрометров, которые используются в магазинах, разлагаются в земле 100-200 лет. Бахчевики, как правило, применяют пленку толщиной до 50 микрометров. Чем сильнее ветра в районе выращивания, тем больше толщина пленки. Практически все территориальные земли аулов Батырмурза, Боранчи, Кунбатар, Нариман, Уйсалган, Ортотюбе, Карасу, Карагаз и совхоза Черленые Буруны заполнены фрагментами пленочного покрытия. Самое горькое, что мы не ценим, что нам дано столько земли. Самое страшное, что мы к этому привыкаем. Скоро вырастет зеленая трава, которая покроет большую часть пленки, и проблемы как будто бы и нет. Также эта пленка расстилается вдоль республиканской трассы. Территорию, прилегающую к трассе, убирают сотрудники доротдела. Малейшее дуновение ветра и пленка с полей вновь засоряет территорию вдоль дороги. И так по кругу. Таким образом, кроме вреда экологии, безответственные фермеры вдобавок обесценивают чужой труд. Бахчеводство для некоторых семей – это основной заработок. Порой эти семьи живут на вырученные деньги целый год. Но люди не понимают, что нельзя истощать землю, которая тебя кормит. К счастью, не все так халатно к этому относятся. В прошлом году на территории села Кумбатар была собрана пленка с 200 гектаров земли. Каждому следует задуматься, какой пример мы подаем нашим детям, какое наследие мы хотим им оставить. Загрязнение пленкой влияет не только на плодородие почвы, но и на здоровье людей. На этом мы завершаем выпуск новостей. Я хочу с вами попрощаться и передать слово спортивному обозревателю Дуслар ТВ Сергею Рудометкину. Здравствуйте, дорогие телезрители! Время новостей спорта. В селе Тереклимекте прошло первенство Ногайского района по вольной борьбе среди борцов 2008 года рождения и младше. Первенство было приручено ко Дню защитников Отечества. По итогам первенства было разыграно 25 комплектов медалей. Biz Kumbatar ауылдан келдік бүгін бұл турнирға. Бұл турнир бүгін посвященный bizim askerlerге, дауда жүрген жастарымызға. Дауда жүрген жастарымыз аман барып сау қайтсындар. Бұл организация бек ары олетір бүгінгі турнир. Менде де бір 5 балам шыққан бүгін финальный схваткаларға. Пока бір балам жеңілді, дальше қарап тұрамыз результат. А так міне біздің директор Дүші Камилге бек разылығын білдірем, үшіндей турнир еткеніне. Мен Көкөзов азаматқа сау айтқым келеді Достар ТВ-ге. Сондай зат организовать етіп, сөйтіп видеороликтер еткеніне. В дальнейшем bizim районда спорт развиваться етсін, только на этом мы не будем останавливаться. Ассаламу алейкум. Мен Станбек Яриков, Қарас ауылының жашаушысы. Келіп тұрмын бұл турнирға. Турнир посвященный ко Дню защитников Отечества.
бұл турнирға мен әкеліп тұрмын кеденді. Первый раз келіп тұр. Бірінші өзінің турнирына. Алхамдулилля, бүгін бірінші место алды. Сау болсын достар ТВ-ға за предоставленное мне слово. Ученик 3 класса Терекли мектепской школы имени Жанибекова Эмирлан Саитов выиграл этап Кубка России по шахматам «Жемчужина Кавказа». Турнир прошел в Кисловодске. Участие приняли 35 лучших шахматистов из 11 регионов страны. Эмирлан занимается шахматами 3 года. За это время он 2 раза участвовал на чемпионатах России, занимал 4-е место. В 2022 году занял 2-е место на чемпионате СКФО. На данный момент он входит в число одних из самых перспективных шахматистов Ногайского района. Сегодня у нас в студии Достар ТВ, тренер по смешанным единоборствам Арсланов Мухаммад. 17-18 февраля у вас был выезд на соревнования, город Кисловодск. Да. Сколько дней он проходил? Только именно 17-18, получается 2 дня, да? Мы 17-го уехали, в этот же день у нас прошли взвешивания, 18-го уже прошли, соответственно, бои. Финальные бои отложили на 19 число. И по итогу турнир проходил вместе со взвешиваниями 3 суток. Поехали с утра в день взвешивания, ехали, как бы это не прискорбно звучало, на маршрутке. С утра в 4:30 нам пришлось выехать, взвешивания начались в 10 часов. Мы приехали туда задолго до взвешивания, так как маршрутка слишком рано выехала. Взвесились первыми, нас первыми пропустили, проявили понимание из-за долгого переезда. И, соответственно, потом заселились в квартиру и уже ждали следующий день, день боев. Как провели в квартире время? Мы в квартире долго не сидели, сразу пошли гулять, так как в Кисловодске не каждый день бываем. Говорят, курортный город, поэтому решили посмотреть город, тем более после последних событий там провели, как вы знаете, может, съемки фильма «Чебурашка». Очень большой наплыв был, особенно вот в зимнее время у них постоянно бывали, что квартиры свободные, а вот в этом году у них почти все квартиры были заняты. Пришлось перебирать 3-4 квартиры для того, чтобы попасть в квартиру, заселиться. Взвешивание в какой половине дня началось? Взвешивания начались в 10 часов утра и продлились до 16:00. Соответственно, все записи они сделали как раз в промежутке этого времени. Но дети все равно, наверное, устали. Устали, конечно, потому что была команда не есть, не пить за ночь до взвешивания, и в течение всего этого дня, пока мы не взвесимся, была команда не есть, не пить. В горле пересохло, кушать хотели дети же все-таки. Но вес надо было держать, чтобы показать правильный вес на весах и уже драться в своей весовой категории. Они, соответственно, это автоматически они героями уже считаются. Ну да, я считаю, что каждый, кто как бы настроен и решился выйти в клетку, а там бои были в клетке, это уже чемпион. Потому что не каждый может решиться. Многие у нас за 2 дня, бывает, как говорится, вот на молодежном таком спортивном сленге, сливаются с боев. Вот, это действительно героический поступок, тем более дети. Ну, до боя, получается, тоже они уже у них был героический поступок, получается. Да, уже столько все. терпеть. Конечно. Обезвоживание, терпеть голод. Да. Соревнования с утра начались, да? Соревнования начинаются, да, как обычно, с утра в 9 нас приглашают для того, чтобы мы смогли переодеться, увидеть полностью, где будут проходить соревнования, и, соответственно, уже разогрев. Они должны разогреться, сделать разминку до боев и уже такими немножко вспотевшими выходить на бои, чтобы без травм обошлось. Как прошли вообще соревнования? Соревнования очень трудно прошли, потому что
к сожалению, организаторы немножко нас подвели, объяснили одни правила, по ходу меняли эти правила. Тяжело было на самом деле. И пришлось уже после того, как пару человек наших, так скажем, немножко обокрали, победы забрали. Ну, несмотря на это, они стали призерами. Пришлось остальным дать указания, чтобы они, как у нас говорится, подключали колхозный стиль, потому что по технике уже практически было невозможно. У нас была ставка на борьбу, а борьба вообще не имела никакого счета по баллам. И просто наши, хоть и валяли весь раунд, там, весь бой соперников, победу не давали им. Пришлось уже подключать, как говорится, колхозный стиль. И вот таким образом вырывали зубами всем, что можно, победу. По итогу из 9 наших бойцов призовые заняли 6, 4 из которых 3 места и 2 первые места. Забрали кубок крепости Кавказа. Это был межрегиональный кубок. Там могли участвовать все регионы Российской Федерации. Мы там встретили бойцов из Осетии, со всего Ставропольского края, из Дагестана было 2-3 команды. Вот. С Чечни были, чеченцы были, очень много чеченцев, братьев было. Ну, в общем, турнир прошел очень так красочно в этом плане. Твоими словами, то, что они вырвали зубами, это получается, они проявили очень, характер проявили. На характер все Конечно, вывели только духом мы вырвали эти победы, потому что по-другому уже вариантов не было. Тот план, который мы подготовили, он не сработал из-за их правил, так как они вообще объявили правила незнакомые для нас. Я такого в ММА никогда не видел. Чтобы борьба вообще не оценивалась, в ММА такого никогда в жизни не видел, честно говоря. Вот, и многие дагестанцы именно из-за этого как бы лишились своих побед. Это было неожиданность. Конечно, это было крайне неожиданно. Тем более, что вначале было объявлено, что тейкдауны все-таки будут считаться, а по итогу считали только удары. По сути, если так посчитать, человек, который сделал 2 удара, попал за весь раунд и все остальное время валялся на полу, его валяли, он оказывался победителем. Я считаю, это было несправедливо, но тем не менее, это для нас опыт. Хоть и горький, но опыт, тем не менее. Мы уже готовы ко многому после этого турнира. Закончились соревнования? Соревнования закончились, да, под вечер, часам к 8, после чего мы уже поехали, накормили детей. Несколько родителей приехали поддержать своих детей. Вот, соответственно, домой мы уже уехали. К счастью, уехали уже не на маршрутках, а уже, соответственно, на машинах, которые приехали нас поддержать. На моей памяти не было такого, чтобы родители нас поддерживали, ездили с нами на соревнования. В этот раз много что поменялось, и действительно вот 2 родителей приехали, поддержали, братья приехали, некоторых учеников поддержали. И даже такой момент был, один мой ученик должен был несколько боев провести, и после первого боя видно было, что немножко подсел и функционально, и появился такой мандраж, так сказать, и только благодаря присутствию его братьев он собрался с силами и показал достойный бой, и по итогу наши ребята заняли вот такие призовые места. В общем, сколько медалей? В общем, 6 медалей. 6 медалей. Это уровень? Я думаю, да. Тем более с такими условиями. На самом деле, если так брать, то условия у нас именно для тренировок очень хорошие. Огромный зал, такого зала раньше никогда не бывало в Ногайском районе. Даже в некоторых других районах по Дагестану такого зала до сих пор нет. Проблема у нас заключается в территориальном расположении. И в сторону Махачкалы у нас далеко ехать, и в сторону Ставропольского края, в Кисловодск, то же самое, Ессентуки нам далеко ехать, а соревнования проходят именно в этих городах. В Кизляр мы вот один раз выехали, последний раз, но там проходит очень крайне редко соревнования там проходят. И вот эти соревнования, которые там прошли в Кизляре, как раз мы там показали очень хороший результат. В этот раз рискнули съездить в Кисловодск. Надеюсь, дети не пожалели об этом. Никто не пожалел, на самом деле, действительно, все довольны. И все увидели, как на самом деле бывает тяжело, что это не просто так выйти и подраться. Это одна из ступеней вверх у вас? Конечно, однозначно. Однозначно. Поздравляю вас. Спасибо большое. Вам тоже я желаю процветания. На самом деле, большую работу вы делаете. Вроде бы только недавно вы дали старт своей студии.
Ну, уже есть большие результаты. Ну, я не знаю в других сферах как, но в этой сфере именно я наблюдаю, я с вами контактирую. Действительно, большие шаги вы делаете не 7-мильными шагами, а огромными 2-метровыми шагами вы идете в гору причем. Большое спасибо вам. Спасибо, нас тоже мотивируют такие слова. В дальнейшем вам желаю успехов, высоких пьедесталов. И қайда жүрсеңіз аман жүріңіз. Амин, иншалла. Сізді аман тұрыңыз, иншалла.